Ну, разрешите для начала поздравить всех с тем, что вот этот сборник все-таки вышел, и я должен все-таки подчеркнуть, что сборник документов – это вот особый вид издания. Да? Бывают книги, авторские работы, в которых отражается тот или иной взгляд автора, бывают исследовательские результаты исследований, монографии издаются. Вот. А сборник документов – это вот такое особое издание, которое предоставляет широкому кругу населения доступ к документам по той или иной теме без, скажем так, посещения непосредственно архива. В нашей республике это особенно важно, потому что ну вот я по своей деятельности часто работаю в различных комиссиях жюри, конференциях и конкурсах, в которых участвуют школьники нашей республики. И сейчас должен сказать, что исторические темы довольно популярны среди школьных исследовательских работ, и зачастую у них бывают проблемы именно с доступом к историческим источникам. Допустим, например, из вузов, которые расположены довольно далеко из Якутска, они хотят писать какие-то работы про наших исторических деятелей. Если им нужны источники, то тут у них начинаются проблемы, потому что не каждый из них ради этого готов приехать в город Якутск, преодолевать там тысячи километров, не говоря уже о вузах, которые расположены у нас на севере, на крайне. Вот. И благодаря таким книгам, если они попадут в конечном итоге в школьные библиотеки, например, или библиотеки районов, то, конечно, будет хорошо, если они получат доступ к таким архивным документам без необходимости посещать Якутск, преодолевать такие безумные расстояния. Вот. Ну, наш архив, уже говорили, выпускал такие сборники про наших отцов-основателей, про Платона Алексеевича Юнского, про Барахова, Мосова. И в этом году, в связи со столетием нашей республики, наш коллектив решал этот вопрос, что же нам делать дальше. Про наших первых лиц мы уже выпустили сборники документов, про Платона Алексеевича целых 2 раза издавали. И решили сделать упор на то, чтобы издавать сборники уже, так сказать, по руководителям, по государственным деятелям нашей республики второго поколения, это значит те, которые пришли уже после наших отцов-основателей. И одним из них, представителем ярким, является как раз Анатолий Николаевич Андреев. Вот. Я свое выступление, вот, когда спросили, какая у вас будет тема, я сказал, что я назову свое выступление «Революционер и государственный деятель», потому что ну, каждый из нас в ходе своей жизни как-то меняется, человек всегда меняется, у него идет какой-то процесс внутреннего развития. Сначала он один, потом по ходу своей деятельности он развивается, становится больше, выше. Так и Анатолий Николаевич Андреев, если вот почитать документы по его биографии, если почитать его автобиографию, которую он сам написал, он там пишет о том, что начал свою деятельность как раз-таки как революционер какой-то, ну, посещал кружок, уже вот Егор Петрович об этом сказал. Он сам организовывал подпольный кружок учащихся и проникся идеями марксизма тоже вот с самого детства. И таким образом, когда еще вот во время гражданской войны он создавал отряды добровольцев, красноармейцев, и таким образом он был активным участником боевых действий в гражданской войне и был профессиональным революционером. Однако, когда установилась советская власть, была образована Якутская автономная республика, возникла потребность в руководителях. Вот. И, соответственно, Анатолий Николаевич в 1926 году в Москве в коммунистическом университете проучился, чтобы, с одной стороны, ну, тогда такое время было, да, требование руководителя было такое, чтобы они были как-то политически, значит, подкованы, но и в то же время там учили все-таки и управленческим неким навыкам. И таким образом, в очередной период своей жизни Анатолий Николаевич у нас развивается и становится уже управленцем и государственным деятелем. В 1929 году он становится председателем Якутского центрального исполнительного комитета.
Если вот посмотреть вот эти протоколы, которые тоже включены в этот сборник, протоколы заседаний ЕЦИ, там становится понятно, что в тот период работали над огромным количеством основополагающих вопросов развития нашей республики. Это территориальные вопросы, вопросы изучения Республики Саха-Якутия. Тогда здесь работала экспедиция Академии наук всесоюзной, тоже в этих протоколах освещается. И когда вся страна, наш Советский Союз в 30-м году, 28 по 31 год, становится на путь индустриализации, вот Андрей Никодонович сам как-то, видимо, пришел к мысли, что поскольку не хватает кадров в нашей республике, чтобы активно вписаться в этот большой процесс, да, индустриализации, он сам в заявлении написал, что хочет тоже сделать свой собственный вклад в это дело, и не только как руководителя, который, значит, заседает, да, но и в качестве специалиста, и хочет получить образование. И таким образом, в 1931 году он поехал в Москву учиться в Всесоюзный университет, получил образование, об этом уже говорили, и, приехав, активно начинает работу уже в этой сфере. Сначала в качестве директора Центральной электростанции Якутской, а потом уже в качестве народного комиссара жилищно-коммунального хозяйства. Об этом тоже протоколы, переписки, заявления, вот все это включено тоже в этот сборник, и поэтому, надеюсь, весь его жизненный путь, процесс его трансформации, развития вы сможете увидеть как-то. Вот, надеюсь, что наш сборник отразил этот процесс, и надеюсь, что портрет Анании Николаевича Андреева как человека, как революционера и как государственного деятеля был успешно отражен в нашем сборнике. И еще хочу поблагодарить тоже свой коллектив Национального архива за то, что мы сколотили такую команду, да, творческую. И хочу поблагодарить всех тоже за внимание. Спасибо.